Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. При поддержке целевого фонда будущих поколений Республики Саха в регионе реализуются различные социальные проекты в сфере образования, науки, культуры, спорта и креативных индустрий. О том, какие это проекты, насколько они оригинальны и интересны, и об их организации и реализации мы сегодня поговорим с гостем студии Владимиром Егоровым, генеральным директором некоммерческой организации «Целевой фонд будущих поколений Республики». Владимир Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. В этом году впервые школьники Якутии и Гонконга запустили стратосферный зонд в рамках программы «Космомания» в Малой академии наук. Это, наверное, был первый шаг на пути к какому-то международному взаимодействию среди детей. Какие есть дальнейшие планы? На самом деле, это не первый шаг по международному взаимодействию детей. У нас достаточно много разных мероприятий, в том числе международные интеллектуальные игры, международная исследовательская школа, Азиатско-Тихоокеанская конференция молодых ученых. Это вот все у нас было. Но в области космоса, да, действительно впервые мы знаем интерес Китая к космосу, да, и к образовательным таким направлениям космическим. У нас Россия уже запустила один такой спутник силами детей, команды выпускников Сириуса, это такого образовательного центра, да, для всей страны. У нас тоже есть своя мечта запустить детский такой спутник, школьный малый космический аппарат с полезной нагрузкой реальной, да. И как раз-таки наши ребята идут к этой своей цели. Сейчас запустили в стратосферу, это на высоту 31,5 километров, зонд, который представляет собой как раз-таки малый космический аппарат 10 на 10 на 10, такой кубик, начиненный всевозможными оборудованием, датчиками, которые снимают различные показатели. Такой же должен быть запущен в космос. Сейчас идет у нас реализация этого проекта. Работаем такой проектной командой, под руководством Константина Васильевича Чмарова, одного из таких ведущих людей в части космонавтики, и должны с глав космосом договориться о запуске нашего космического аппарата. В части ребят из Гонконга, да, для них это совсем такой первый опыт, и будем, как говорится, им помогать в том, чтобы тоже такой же аппарат они смогли запустить позже. На самом деле, если немножко рассказывать про этот момент, да, это такое приключение небольшое было, да, в том плане, что запуск был запланирован на день раньше, но дело в том, что не все оказалось готово, и последние элементы, детали научной технической такой оснастки этого аппарата, да, допаивались, доделывались, там не только допаять, доделать надо, но и опробировать, проверить, да, это все делалось, уже в самую последнюю ночь, и благо там еще и улучшилась погода, и все способствовало тому, чтобы запуск был успешным. Получается, что все звезды сложились именно как надо. Да, мы надеемся, что все сложится и в запуске, когда полетит аппарат в космос. Скорее всего. Также в области образования было подписано трехстороннее соглашение фонда с компанией «Селегдар» и Северо-Восточным федеральным университетом о развитии инженерного образования молодежи и подготовке профильных специалистов. Что появится благодаря соглашению? В рамках программы «Наука в регионы», которая реализует МФТИ, реализуется такое сетевое взаимодействие МФТИ с другими вузами. То есть на базе других вузов, в нашем случае с ВФУ, ребята обучаются, в том числе по программам и с преподавателями Московского физико-технического института. Это передовой наш инженерный вуз, который готовит специалистов высочайшей квалификации. И наши ребята смогут работать и учиться у них. Это будет такая специальная группа на базе физико-технического института. И Селегдар здесь поможет нам в финансовом обеспечении этой программы. А как прошел конкурс, точнее специальная премия для учителей и педагогов в этом году? В этом году сейчас она как раз-таки итоги подводятся, да, и, соответственно, в этом году приняло участие около 400 педагогов со всей республики. При этом, получается, отбирается 100 лучших, 80 из муниципальных школ, 20 из школ регионального подчинения. И, соответственно, все 36 районов городских округов
приняли участие, и вот 100 лучших будут скоро награждены специальной премией РНГ. Какого числа это Уже третий раз это, значит, происходит, и, соответственно, значит, планируется это где-то в июне месяце. Ну осталось всего ничего. В фонде имеется также проект «Лаборатория детства». Что в нем изучается и чем уже можно похвалиться? Да, «Лаборатория детства» — это наш такой уникальный проект, ну, аналогов которому, в общем-то, мы даже не знаем, можно сказать, да, на территории России. Это такая, мы создали специальную такую автономную некоммерческую организацию, которая взаимодействует с лучшими, с ведущими научно-образовательными организациями нашей страны, с факультетом психологии МГУ, Институтом коррекционной педагогики РАО, Институтом психологии РАО, Международной педагогической академией дошкольного образования, другими, и вот в том числе вот наш Северо-Восточный федеральный университет силами педагогического института, медицинского института участвует в исследованиях, которые позволяют нам проследить такое развитие наших детей с самого раннего возраста, психическое развитие, физиологическое развитие. Вот, и на основе вот таких научных знаний уже формировать технологии, методики, программы. Ну, буквально на днях была представлена такая программа, презентована парциальная программа дошкольного образования, учитывающая региональный наш компонент по патриотическому воспитанию. Да? Причем эта парциальная программа, она первая вообще в России прошла экспертизу Федерального института Министерства просвещения. Вот, то есть мы здесь лидеры по России. Но кроме этой программы еще 2 парциальные программы уже разработаны и прошли экспертизу нашего министерства. Вот. Ну и кроме того реализуется, вот, так, скажем, вот такая интересная технология по развитию одаренности детей, технология междисциплинарного обучения, разработанная учеными из Института психологии РАО, внедряемая в московских школах. И вот у нас получается тоже порядка 10 школ уже внедряют эту технологию. И буквально недавно мы провели семинар, где уже с Министерством образования и науки, где, в общем-то, было принято решение дальше распространять эту технологию уже по всей республике. Но включаться же будет региональный компонент? Естественно, все это делается на основе регионального компонента. Вот, скажем, вот тот открытый урок, который был на семинаре, был проведен учительницей начальных классов из АМГИ, которая как раз-таки провела урок, связанный с земледелием, с зерновыми культурами. Ну и это все рассматривалось как бы с разных сторон, с разных позиций. То есть технология междисциплинарного обучения, она рассматривает те или иные явления с таким мультидисциплинарным подходом, то есть не разделяя на различные там дисциплины и так далее. И это уже для детей начальных классов представляет такой очень большой интерес, и ребята могут заниматься вот этим вот этой деятельностью, на самом деле не уставая целый урок. И оказывается, вот наши дети говорят сегодня клиповое мышление, они не могут там сосредоточиться надолго, но если находить правильный подход, то, оказывается, на самом деле это все преодолимо. Да, на самом деле ребенка главное правильно занять. Если продолжаем мы с вами школьную тематику, вот в Алекминском районе, например, будет построена школа при поддержке Нордголд. Как в дальнейшем будет развиваться район? Ну, как в дальнейшем будет развиваться район, я думаю, будет развиваться хорошо, как говорится, да, поскольку школа действительно будет достаточно такая интересная, уникальная в селе Тяня. Школа-сад 60 на 20 мест, то есть 60 школьных, 20 дошкольных, но она будет еще с тиром. Поэтому в этом ее уникальность. И там технологии, которые будут применяться при строительстве, тоже вот мы сейчас рассматриваем разработки наших якутских ученых, которые там будут применяться, да, и, в общем-то, думаем, что школа будет такой уникальной, и, может быть, потом мы будем строить подобные школы еще и в других местах. Но здесь как раз речь о поддержке коренных малочисленных народов Севера. Ну, конечно, это и коренных малочисленных народов Севера, и вообще как бы детского населения нашей республики, да.
У фонда имеется, ну, как известно, проект «Парк будущих поколений», в рамках которого проводится много чего в сфере креативных индустрий. Какие есть уже успехи? Парк будущих поколений – это наш такой ключевой, центральный такой, самый, можно сказать, наш трудоемкий, что ли, да, самый такой большой проект. Как вы знаете, сейчас идет стройка. В 2026 году она по плану должна быть завершена. То есть строится такой большой образовательный центр, более 5000 квадратных метров на территории 2,5 гектара, рядом с Северо-Восточным федеральным университетом, ну, территория рядом с Мусхая, да. Вот. Но мы, не ожидая окончания этой стройки, решили уже готовить то сообщество педагогов, значит, вообще не только педагогов, но и наставников, мастеров, да, в части креативной экономики, креативных индустрий, которые будут работать с детьми вот на этой образовательной площадке. То есть там мы предполагаем, такой будет образовательный кластер, где представители разных и креативных индустрий, педагогического сообщества, относящиеся к культуре, и к образованию, частный сектор, некоммерческий, государственный, муниципальный, вот это все будет вместе работать и, ну, все на благо детей, готовить детей таких, ну, будущих кадров для креативной экономики. Вот. Ну и, собственно говоря, получается, что сейчас, опять-таки, созданная нами автономная коммерческая организация «Парк будущих поколений», она, ну, своего рода такой продюсерский центр по формированию этого сообщества. В пилотном режиме реализуются различные образовательные программы, в том числе вот буквально в эти дни она проходит и вот должна быть уже скоро завершиться программа «Битва медиа-студий», где в 5 этапов по различным направлениям медиа проходит такая конкурсная программа, длительная довольно-таки, да, и, соответственно, вот ребята, те, кто склонен вот именно к этому направлению, ну, с удовольствием там занимаются, да. Вот, ну и вот участвуя не только вот в этих мероприятиях образовательных, да, но и в конкурсных мероприятиях наши ребята уже имеют первые успехи. Так, выпускники вот наших этих образовательных программ объединились в сообщество, такое творческое сообщество-платформа, и выпустили такой короткометражный документальный фильм про Алексея Оржакова, ну, известного в народе как Сеген Оржаков, который побывал у Екатерины II на приеме, представил ей план о якутах. Это было еще в 1788 году. Вот. Ну и, собственно говоря, этот фильм удостоен сейчас премии на Санкт-Петербургском фестивале кино про, ну, исторического кино. Это достижение у нас буквально вот недавно, и думаем, что и такие успехи еще будут у нас впереди. Интересно будет посмотреть этот кинофильм. Владимир Анатольевич, большое спасибо, что нашли для нас время, пришли, рассказали много интересного. Будем рады видеть вас в нашей студии еще. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.